День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. В Якутске в местности Усть-Хатын открыли цех Туймады 2023. Расскажем, как прошел первый день праздничных мероприятий. Якутия дождалась миллионного жителя. Долгожданное событие произошло аккурат к главному празднику республики. В регионе начал свою работу собственный самолет по вызову искусственных дождей. Это первый в России самолет-зондировщик гражданской авиации с отечественным оборудованием. Жители поселка Чульман Нерюнгринского района бьют тревогу. Там планируют закрыть одно из двух почтовых отделений. Наш корреспондент разбирался в причинах. Знаменитая постановка французского драматурга Пьера де Бомарше на сцене Русского театра. 23 июня состоялась премьера спектакля «Безумный день» или «Женитьба с Фигаро». В местности Усть-Хатын состоялось открытие цеха Туймады. По традиции, церемония открытия началась с масштабного театрализованного представления и обряда алгыс. В этом году цех Туймады проходит под девизом «Якутск – город трудовой доблести». Национальный праздник посвящен Году педагога и наставника в России, Году труда в Якутии и Году белой лошади по якутскому календарю. В течение 2 дней на 19 площадках планируется проведение более 110 культурных программ. На мероприятиях также будут чествовать трудовые династии, передовиков производства, педагогов и наставников, участников специальной военной операции. Этот праздник для нас, для нашего народа, праздник, который мы несем сквозь века, начиная от наших предков. Мы передаем этот праздник испокон в покон, из поколения в поколение. И мы уверены, что наши дети также будут праздновать этот праздник во знаменование наступления лета, для того, чтобы все вместе собирались с друзьями, родственниками, для того, чтобы слова, сказанные в алгыс, дошли до каждого, кто здесь присутствует, были услышаны и оберегали всех нас. Позвольте мне от имени всех китайских друзей, от себя лично, от имени чрезвычайного полномочного посла Китая в России господин Чжан Ханхуй выразить всем вам теплые и искренние поздравления. В эти дни прекрасные пейзажи, гостеприимные якутские друзья и уникальная культура рождают во мне и моих китайских коллегах самые теплые чувства. Мир освещается солнцем, и мы очень рады, что имеем возможность вместе с якутскими друзьями отметить праздник с грандиозными церемониями, веселыми песнями и танцами. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил якутян с национальным праздником цех. В приветственном слове в местности Усть-Хатын он отметил, что летнее торжество символизирует объединение всего народа. Своими впечатлениями поделились и первые гости праздника. Очень масштабное представление в этом году. Очень много людей собралось, трибуны все полные. И видно то, что люди очень ждали цех. И наконец-то наш национальный праздник наступил. И сегодня со всеми жителями Якутска и его гостями мы отмечаем этот прекрасный праздник. В преддверии национального праздника цех в Якутии родился миллионный житель. Девочка родилась в семье Ануфриевых, Гаврила и Арины из Мирнинского района. Об этом на цехе Туймады объявил глава республики Айсен Николаев. Девочка родилась весом 400 граммов и ростом 56 сантиметров. Айсен Николаев также подчеркнул, что развитие экономики и социальной сферы республики ведет к тому, что с каждым годом в Якутии становится все больше многодетных семей. Ну а по рождаемости наш регион занимает 7-е место по стране. В семье Ануфриевых Гаврила и Арины из города Мирного родилась дочка. У этой малышки вес 4 килограмма 100 грамм, рост 56 сантиметров. И это великая радость не только для этой семьи, не только для ее родных и близких, но и для всего народа Якутии. Потому что это миллионный житель Якутии. Нас миллион!
где рождаются дети, где слышен детский смех. Значит, у нашей Якутии светлое будущее. Давайте пожелаем этой малышке, ее родным и близким и всей Якутии светлого будущего. Во время национального праздника Иссык-Туймады жители и гости столицы смогут посетить больше 100 культурных мероприятий. Одним из таких мероприятий можно назвать конкурс семейных ансамблей в органной музыке. Организация конкурса проходит на высоком профессиональном уровне и вносит огромный вклад в популяризацию варгановой музыки. Цель конкурса – поиск и поддержка одаренных исполнителей и объединение талантливых семей республики. Данный конкурс объединяет с каждым годом все больше начинающих любителей чарующей музыки и талантливых хомусистов. Конкурс состоялся по нескольким номинациям. Члены жюри оценивали участников по 5-бальной системе. Это традиционное исполнение с применением народных стилей и приемов, музыкальность, раскрытие темы и другие. Победители и призеры конкурса будут награждены денежными и ценными призами. Все исходит от семьи, да? Культура наша, наш язык. Поэтому, чтобы пропагандировать игру на хомусе внутри семьи, мы ежегодно проводим данный конкурс. Конкурс проводится в 2 этапа. Первый этап – это визитка, вторая – это непосредственно игра на хомусе. Конкурсантов жюри будет оценивать, конечно же, оригинальность визитки, традиционность одежды, а также мастерство игры на хомусе, филигранное сочетание традиционных приемов игры на хомусе. Перевозки на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях в дни Иссык-Туймады будут осуществлять 14 паромов с 5:30 утра до 12 ночи с периодичностью в полчаса. В период выходных дней время погрузки будет сокращено до 15 минут. Со стороны Якутска задействовано 7 причалов, со стороны Нижнего Бестяха – 6. Отмечу также, что в Нижнем Бестяхе завершилось строительство подъездной дороги на территории причалов. 2 временных маршрута до местности Усть-Хатын организуют в Якутске в дни проведения Эсэха. Шаттл будет курсировать с интервалом движения в 15 минут. Движение автобусов номер 155 и 156 будет осуществляться круглосуточно. Автобус будет курсировать от остановки Медцентр до асфальтовой площадки Усть-Хатына и обратно. Якутские изобретатели представили свои проекты во время Иссык-Туймады. Более 30 проектов в области IT и биотехнологий представили на ежегодной 11-й республиканской выставке «Саха-инновации-2023». Здесь посетители смогут ознакомиться с новейшими технологическими и научными достижениями Якутии. Изобретатели, рационализаторы, предприниматели и инноваторы охотно рассказывали о своих проектах гостям мероприятия. Так, на площадке выставлены специальные одежды, которые выдерживают морозы до минус 50 градусов. Электровелосипед повышенной проходимости, электроколяски, вездеходная техника, многофункциональный мини-погрузчик, дом на колесах и многое другое. Сегодня мы в 11-й раз проводим это мероприятие. Это уже стало традицией. Правильно говорят, что у кого нет истории, кто не знает прошлого, нет будущего. Ну и также можно зеркально сказать, что кто не думает о будущем, у того тоже не будет прошлого. Да? И я благодарен Арсению Сергеевичу Николаеву, который еще, будучи мэром города, предоставил нам это место для того, чтобы мы могли показывать достижения, разработки наших инноваторов. Новые якутские серьги установят в парке Коломенское в Москве. Их смогут увидеть жители и гости столицы во время национального праздника Эсэх 8 июля. 2 новые коновязи заменят старые, которые с годами уже выцвели и испортились. Новые серьги изготовил мастер Александр Павлов. За ходом его работы следила и наш корреспондент Айсена Бурнашова. Вершину нашего цветочка. Умелая работа стамеской, и на серьге появляется новый узор в виде цветка. Последние штрихи, покраска, и коновязь готова к установке. Осталось только сушки дождаться. На изготовление одного серьге мастеру потребовалось 3 дня. Столбов, кстати, 2 – мужской и женский. Женская отличается тем, что у нее талия, скажем, грубо, да, а у мужского шар. И на вершине тоже разные. Это подразумевается, то ли сардана, то ли лилия, якутский цветок. А это, здесь, значит, у нас 4 головы
лошадей, ну, коней, скажем, да. Новые сярге заменят старые, которые обветшали. Коновязи Александр покрыл серой краской. Цвет необычный, но так они вольются в колористику металлического сярге в Коломенском. Будут сочетаться. Это мужской столб, а тот женский. Имена им дали? Нет. Может быть, назовем? Можно назвать этого Нюргун, а ту красавицу Нюргуяна. Сярге, как и полагается, из лиственницы. Ее специально привезли из Сибири. Каждый столб в длину достигает 4,5 метров. На счету у Александра уже более 50 сярге по всему миру. Но к каждому мастер относится как к первому, трепетно и с душой. Эти два бревна, они очень самые счастливые. Одни из самых счастливых. Почему? Потому что многие сгорают, когда они еще растут, да, при пожарах. Некоторых берут на шнурок, режут и топят. А вот они украшают. Они будут одними из самых красивых деревьев, вот в Коломенском, например. 6 июля сярге установят в парке Коломенское. На коновязи появятся и золотые элементы. Уже 8 числа 2 новых столба в едином ансамбле с металлическим встретят гостей из цеха. Мастер надеется, что сярге прослужат долго. Гарантия на каждое – 100 лет. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Григорий Николаев. Москва. Престижный турнир по национальному многоборью пройдет на Эсэхе Туймады сегодня и завтра в местности Усть-Хатын. А в эти 2 дня за звание лучшего бойца сойдутся 12 сильнейших спортсменов. Они оспорят звание чемпиона и главный приз – 2 миллиона рублей. По мнению многих экспертов, в этом году борьба будет как никогда непредсказуемой. Заявить о себе готовится сразу несколько абсолютно равных фаворитов. Чемпионат игр Дыгына прошлого года, кабейский атлет Алексей Уваровский, к сожалению, в этом году пропустит соревнования из-за травмы. Вместо него на турнире по национальному многоборью примет участие Алексей Соколов из Сунтарского района. Ну а посмотреть схватки можно будет в эфире наших телеканалов завтра с 12 дня. Прямая трансляция также будет доступна в нашем новом мобильном приложении. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире недели мы продолжаем. На этой неделе глава Якутии Айсен Николаев встретился с бойцами, которые проходят службу в зоне проведения специальной военной операции. Айсен Николаев вручил бойцам ключи от 12 вездеходных квадроциклов «Сокол» якутского производства, которые в боевых условиях показали себя с самой лучшей стороны. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил поддержать расширение производства «Соколов», отметил Айсен Николаев. Напомню, власти Якутии поставят в войска в зоне СВО свыше 50 единиц такой спецтехники. Глава Якутии в ходе рабочей поездки в ДНР открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировская. С 30 июня в филиале посменно приступят к работе специалисты из Якутии. Такое решение было принято в связи с большой потребностью в квалифицированных узкопрофильных специалистах и технических средствах. В рамках шефской помощи от Якутии в прошлом году в больнице была произведена замена кровли 2 корпусов медучреждения, также установлен новый лифт. В этом году больница оснащена современным медоборудованием, в том числе анестезиологическим аппаратом. Удостоверение операторов беспилотников и квадрокоптеры получили 3 военнослужащих во время отпуска. Якутяне, участники специальной военной операции, прошли подготовку по управлению беспилотными летательными аппаратами. Напомню, по поручению главы Якутии Айсена Николаева в колледже связи и энергетики имени Дудкина открылся Центр обучения операторов информационных систем. Его основной задачей является подготовка и переподготовка квалифицированных кадров в короткие сроки для востребованной отрасли по требованию и с участием работодателей. Получили некое знание, о которых мы не знали, попрактиковали различные упражнения. И, соответственно, вот основной, так скажем, посыл, чтобы более эффективно и более продуктивно проявить себя уже на зоне специальной военной операции. Мы получили удостоверение, получили повышение квалификации, документы, чтобы в последующем, где-то, может быть, уже на гражданской
специализации применить эти знания, эти навыки. Председатель узбекской диаспоры Абдулумумбин Мамаджанов передал якутским бойцам автомобиль, антидроновое ружье, 2 дизельных электрогенератора и маскировочные сетки. Он передал их министру по внешним связям и делам народов Якутии Гаврилу Кириллину, и в кратчайшие сроки все вещи будут доставлены до солдат. Также якутскому пункту отбора на контрактную службу Министерства обороны Российской Федерации узбекской диаспорой приобретены 5 шатров для организации агитпунктов в Якутске. Вот наши соотечественники из Навкатского района, предприниматель вот Мир Махмудов, еще в городе несколько штук кафешки своим акциям мы вот организовали помощь на СВО. Рабочий штаб, который работает вместе с диаспорами, Ассамблея народов очень активно тоже работает. Узбекская диаспора Республики Саха-Якутия тоже внесла свой вклад. С момента начала СВО было собрано очень большое количество гуманитарной помощи. 200 тактических кошек передал для отправки в зону СВО движению «Якутия с тобой» руководитель Госстройжилнадзора Якутии Павел Аргунов. Помощь в их изготовлении оказал Жатайский завод металлоконструкций. Устройство предназначено для выполнения широкого круга задач: разминирования растяжек и мин, проверки троп и проходов, срыва и сдвига подозрительных предметов, открытия дверей и многого другого. Кроме того, тактические кошки помогут применяться при изготовлении пищи в качестве кострового крюка или в качестве штурмового крюка, чтобы поднять груз или забраться повыше. Тактических кошек 200 штук – это, конечно, партия небольшая. У нас в зоне сейчас намного больше наших парней находится, поэтому каждому бойцу необходимы вот такие кошки. Я думаю, что не только вот завод металлических конструкций Жатая примется за эту работу, но и другие тоже аналогичные производства тоже будут помогать. В поселке Золотинка установили бронзовый бюст Героя России. Уроженец Нерюнгринского района Игорь Молдованов похоронен в селе Чара, где жил и работал до призыва в армию. Почетное звание героя было присвоено за мужество и героизм при выполнении специального задания посмертно. Памятник из бронзы изготовлен в Санкт-Петербурге. На торжественном открытии собрались жители поселка и представители поселковой администрации. Место выбрано не случайно. Памятник установили рядом с Золотинской школой для того, чтобы молодое поколение видело и равнялось на таких людей, как Игорь Молдованов. Это самое главное для нас люди, которые не пожили жизни для того, чтобы отстаивать наше с вами мирное небо, мир наших детей, в конце концов, наше будущее, понимаете? Поэтому помнить о таких людях и отдавать им дань памяти – это наша святая обязанность, которой мы должны заниматься каждый день. И второе, что я хотел бы сказать, что открывая такие памятники, мы правильно воспитываем нашу молодежь, наше юное подрастающее поколение, для того, чтобы они становились настоящими патриотами нашей Родины. Мирнинцы почтили минутой молчания тех, кто ковал победу с оружием в руках и не щадил себя в тылу. Горожане возложили цветы и венки к мемориалу на площади имени 30-летия Победы. На митинге прозвучали песни о войне и слова в память тех, кто сражался за мир. Мирнинцы почтили минутой молчания тех, кто ковал победу с оружием в руках и не щадил себя в тылу. 22 июня – День памяти и скорби. По всей России проходят акции, посвященные 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Горожане возложили цветы и венки к мемориалу на площади имени 30-летия Победы. На митинге прозвучали песни о войне и слова в память о всех, кто сражался за мир. Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто не вернулся с полях сражений. Сегодня мы склоняем головы перед всеми участниками той войны. К сожалению, в нашем районе не осталось свидетелей и участников Великой Отечественной войны, но память о них останется в наших сердцах на долгие годы. Годы летят неумолимо, но каждый из нас должен сохранить память о защитниках Отечества. И наш святой долг – передать эту память нашим детям и внукам. Низкий поклон всем тем, кто пережил эту войну. Вечная память защитникам, которые пали в боях за нашу Родину.
На территории Мирнинского театра открылась передвижная выставка-экспозиция «Победа одна на всех». В цифрах и графике она рассказывает о вкладе многонационального советского народа в победу над фашистской Германией. Перейдем к другим темам. В Якутии начал работу собственный самолет по вызову искусственных дождей. Это первый в России самолет-зондировщик гражданской авиации с отечественным оборудованием. Подробнее в материале нашего корреспондента. Вооружены, как говорится, всецело и не допустим больше больших пожаров, как в 2021 году. Первый в России самолет гражданской авиации с отечественным оборудованием по искусственному вызыванию осадков теперь в Якутии. Ан-26 в модификации «Атмосфера». Ранее самолет выполнял грузовые перевозки, ну а теперь он стал полноценным помощником в борьбе с лесными пожарами. Были уже у нас, как говорится, выводы после 2021 года, когда здесь работала компания, которая по линии Рослесхоза и гидрометслужбы. И, безусловно, после этого мы задумались над тем, чтобы у нас, у регионов, у которых есть свои авиакомпании, чтобы такой же самолет работал у нас. Самолет оборудован устройством УВ-26С. Оно обеспечивает отстрел в 521 пиропатрон. Это в 1,5 раза больше, чем выдавал самолет, который работает на устройстве «Веер» зарубежного производства. Отличается еще тем, что у него есть свои некоторые особенности. Ну, во-первых, высота полета, дальше, так сказать, скорость полета. Поэтому мы таким образом строим схему работ, чтобы учесть вот эти все, так сказать, нюансы для этого самолета. Определенные облака, нам необходимы только определенные облака в определенном диапазоне высот. И мы выбираем именно для этого самолета те высоты, на которые он может, так сказать, произвести работу из засев. Самолет будет задействован не только в вызывании дождей на пожарах, но и будет работать в засушливых районах, что важно для сельского хозяйства республики. Работы будут проводиться вместе со специалистами Центральной аэрологической обсерватории. Республика один из первых регионов Российской Федерации уже имеет свой зондировщик, самолет, который может воздействовать на облака. И в этом году, уже имея 2 борта, борт Центральной аэрологической обсерватории и наш борт, нам, конечно же, будет удобно маневрировать и работать и по снижению класса пожароопасности, и по повышению травостоя на сельхозугодья. В полярных авиалиниях уже подготовлены экипажи, которые совместно со специалистами Центра мониторинга и прогнозирования Службы спасения республики будут осуществлять работы по искусственному вызыванию осадков. Одним словом, республика в этом году встретила пожарный сезон во всеоружии. Мария Кардашевская, Валерия Наумова, Георгий Григорьев, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Предать тело огню, чтобы оставить землю для живых. В Якутске начал свою работу первый в истории региона и третий на Дальнем Востоке крематорий. О том, сколько стоит кремация, как проходит ритуал прощания, расскажет наша съемочная группа. Вопрос строительства крематория в Якутске зрел давным-давно. Дело в том, что на территории города 5 кладбищ, однако для захоронения принимают только 2 из них. Остальные уже, к сожалению, переполнены. И вполне возможно, в ближайшем будущем строительство и работа крематория позволит решить проблему с перенаполняемостью якутских кладбищ. Попадая на его территорию, оказываешься в полной безмолвной тишине. Здесь свой покой обретают те, кто решает воспользоваться этим современным методом захоронения. Сегодня крематорий предоставляет услуги прощального зала, хранения тела в морге, транспортировки усопшего и кремации. Причем, как отмечает администрация, спрос на услуги есть не только у жителей столицы, но и у жителей ближайших районов. Мы в целом оказываем полный комплекс услуг как по захоронению тела, так и по кремации. То есть мы можем и сами привезти тело. Бывает так, что клиенты сами привозят своих родственников погибших. Мы принимаем тело, оно у нас хранится в нашем собственном морге до самой процедуры кремации. Одним из очевидных плюсов кремации, помимо экологичности, является сегодня и цена услуги. Если в центральных городах нашей страны сумма на классическое погребение, в отличие от сезона, не меняется, то в Якутии зимой стоимость ритуальных услуг резко взлетает вверх.
Так, например, средний классический похоронный чек, включая копку могил, установку памятника, покупку гроба и места на кладбище, может дойти до 80-100 тысяч рублей. Зимой, ввиду низких температур, ценник поднимается до 120-150 тысяч. Кремация же в разы дешевле. Цена стандартного процесса составляет 42,5 тысячи рублей. Сама кремация происходит в автоматическом режиме с помощью оператора. После сожжения прах усопшего поступает в специальную урну. Затем оператор работает в кремуляторе. Этот аппарат измельчает прах, чтобы он соответствовал стандарту. Ну а по итогу урна с прахом выдается родственникам усопшего. Сама тема кремации хоть и новая для нашего региона, но многие якутяне относятся к ней положительно. Положительно, наверное. Уже хоронить негде, все позанимали. Но если это выбор человека или его близких родственников, почему бы и нет? С плюсов, на самом деле, это я не знаю всех тонкостей, но это экологично должно быть, по идее. Если услуги кремации будут пользоваться спросом, планируют установить вторую печь. А вот колумбарии, сооружения для хранения урн с прахом кремированных, должны ввести в эксплуатацию к концу этого года. Это будет отдельный объект площадью около 835 квадратных метров, который возведут на территории крематория. Петр Васильев, Илья Сыромятников, Якутск. С этой весны водители электросамокатов обязали ездить по правилам дорожного движения. Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и сегвеи получили официальный статус. Теперь их называют средства индивидуальной мобильности или попросту СИМы. Однако пока пользователи самокатов ездят где хотят и как хотят, а водители и пешеходы не хотят с ними делить дорогу. О нововведениях расскажет Марфирина Алексеева. С наступлением лета открылся сезон проката электросамокатов, велосипедов и других средств передвижения. По новым правилам дорожного движения электросамокаты признаны транспортным средством. Максимальная допустимая скорость составляет 25 км в час. Ездить электросамокаты должны по велодорожкам, если их нет, по тротуарам и пешеходным зонам. И только пользователям старше 14 лет в крайнем случае можно выезжать на дорогу, но двигаться только по ее правому краю. Опять же, весовой критерий, то есть если транспортное средство, вот именно средство индивидуальной мобильности, если превышает 35 килограмм, то есть это прописано в паспорте данного транспортного средства, то он уже не имеет права заезжать на тротуар. Только по выделенным трассам, так сказать, да, то есть именно если у нас велосипедная дорожка, где есть велосипедная дорожка, и также для средств индивидуальной мобильности вот эта дорожка подразумевает собой, да, то они также там должны, опять же, управлять данным видом транспорта безопасно. Для жителей Якутска общедоступный самостоятельный прокат электросамокатов в новинку. Пользователь и не задумывается о правилах его движения. Я только сегодня первый раз катаюсь, только научился. Тут ограничение 20 километров. А если купить отдельно за свои деньги, можно 30-40 где-то. А ты знаешь по правилам техники безопасности, дорожного движения сколько? Нет. Не интересовался? Нет. А там случаев в приложении нету? Вот прочитаете? Да. Такое было, да? Вроде было. А ты прочитал? Нет. Повсюду, по парку, по тропинкам езжу. Переходить дорогу с самокатом нужно строго пешим ходом, то есть ведя транспорт за собой. Это касается и велосипедистов. Вот к чему может привести несоблюдение этого правила. Случившееся на видео произошло днем 19 июня. Сотрудники ГИБДД за последний месяц зафиксировали уже 7-й подобный случай с пострадавшим. Также на водителей СИМов распространяется требование быть трезвыми за рулем. За нарушение этого правила штраф от 800 до 1500 рублей. Марфирина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. Жители поселка Чульман бьют тревогу. Дело в том, что с 1 июля планируется закрытие одного из 2 почтовых отделений, обслуживающих население поселка. С подробностями Иван Лазаренко. Вот я рядышком тут, я постоянно снимаю деньги, то все там, мало ли там. Оплачиваю все, здесь хожу. А то мне вниз туда тащиться. У нас автобусы-то не особо-то слишком часто ходят, и поэтому мне очень неудобно. Именно такие настроения преобладают сейчас у половины жителей поселка Чульман, его так называемой верхней части. Население Чульмана больше 7 тысяч человек. Большинство из них люди пожилого возраста, которым передвижение по поселку и так доставляет определенные трудности. В случае слияния 2 почтовых отделений в одно и переезд в так называемую нижнюю часть населенного пункта, жителям до почтового отделения придется добираться пешком несколько километров. У нас будет густонаселенная, заселенная местность. У нас здесь 2 общаги Колмара. У нас здесь есть гостиница. То есть эту почту закрывать никак нельзя. У нас маломобильные люди здесь живут, пенсионеры. В морозы, как они должны уходить
Пешком у нас автобус практически не ходит. Пешком я сегодня специально посмотрела расстояние, да, от Верхней почты, вот отсюда, от Титова 7 до Советская 28, 2 километра. Пешком идти 24 минуты. Это по карте вот абсолютно точно появляется. Сотрудники почты тоже оказались невольными заложниками этой ситуации. Ведь в результате слияния почтовых отделений предстоят сокращения. И людям придется искать новую работу, которой в Чульмане и так практически нет. Естественно, туда мы уже все не поместимся. Мой коллектив равен 10 человек, плюс нижняя почта. На нижней почте тогда пойдет сокращение. Там сократят зама и начальника. Оттуда заберут 2 почтальонов и оператора. 13 человек, 49 квадратов, естественно, мы не влезем. Как бы предполагается, что почтальоны останутся сидеть в нижней почте, в той вот каморке, да, где нет даже туалета. У нас сейчас район заселяется, у нас строятся новые дома. У нас сейчас прям вот вокруг почты очень-очень много строительства идет. То есть уже 7 домов построены, 2 достроилось, 3 еще строятся. Именно в это здание, которое расположено за моей спиной, планируется переезд обоих почтовых отделений поселка Чульман. Как видно, здание совсем для этого не предусмотрено. Его размеры 7 на 7 метров. И здесь предлагается обслуживаться 7 тысячам человек. Вот такой подарок на столетие поселка Чульман сделала его жителям Почта России. Жители Чульмана надеются и верят, что здравый смысл и забота о людях не на словах, а на деле не позволят закрыть почтовое отделение. А почтовое ведомство сможет найти более приемлемый выход, в первую очередь устраивающий жителей. Нам нужна вторая почта. Мы хотим отстоять почту, чтобы там не создавалась очередь. Представляете, какой поселок большой? Старожилы все, они ходят еле-еле. Они вот просят у нас лавочки вдоль поселка, чтобы идти с перерывами и отдыхать на этих лавочках. Потому что они ходят уже плохо, пенсионеры, все с палочками. И если им добираться до этой почты, то это нереально. Нужно 2 почты. На сегодняшний день письма от чульманцев отправлены во всевозможные инстанции. Жители требуют оставить отделение почты, в котором обслуживается добрая половина поселка. Ведь в случае слияния и переезда неминуемы как минимум огромные очереди за получением почтовых услуг. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри, Якутия. День за днем. Смех, радость, улыбки, масса эмоций. В Ленске официально открыт первый сезон на детской оздоровительной базе «Алмаз». Организовывать детский отдых будет педагогический отряд из Новосибирска «Стрекоза». За летний период в Алмазе отдохнет более 600 детей, но желающих гораздо больше. Поэтому районные власти планируют к следующему году построить дополнительные корпуса. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Наш отряд чудотворцы! Наш девиз «Да здравствует он, чему мы несмотря на что!» Яркий, увлекательный, незабываемый отдых организуют ежегодно на детской оздоровительной базе «Алмаз». Школьники Ленского района, единожды побывавшие здесь, всегда стремятся возвращаться снова. В этом году торжественная линейка была посвящена героям народных сказок и прошла под названием «Там на неведомых дорожках». Каждый отряд представлял сказочную избу. Ярким и незабываемым обещает быть это лето для отдыхающих на детской оздоровительной базе «Алмаз». Впрочем, как и все предыдущие 64 сезона. Этот год юбилейный. Помимо эксклюзивной программы летнего отдыха была подготовлена база и с технической стороны. Закуплены вещи бытового обихода, обновлен медкорпус, приобретено все необходимое оборудование для бассейна. Новые площадки, 3 было установлены перед первой сменой. Также вторую смену, конечно, уже ждет троллей трубный будет установлен. Это теми же подрядчиками, который был установлен веревочный парк. У нас работает педагогический отряд «Стрекоза» из города Новосибирска. Ребята, состав все новые, вот, только за исключением методического отдела. Ребята позитивные, очень активные, жизнерадостные. Дети находятся в детском лагере всего 4 дня, но им уже есть о чем рассказать. И мне очень сильно нравится. Здесь есть холодром, бассейн, батуты, площадки. У нас здесь сейчас мы идем на футбольную площадку. И так, там футбол играем, баскетбол. Родители также ждут от отдыха детей положительных эмоций. Чтобы ребенок отдохнул, надышался свежим воздухом, подружился.
новых друзей, заряд энергии, заряд бодрости. Пока привыкают друг к другу, осваиваются. Они очень просили уже с марта, говорили: мама, купи путевку. Вот, поэтому, да, я думаю, что это очень хорошо, что есть такое место, куда дети бегут, стремятся. Здесь хорошо, дети отдыхают, телефонов у них нету. Отдыхают, развлекаются, набирают сил, в бассейн купаются. Мне нравится, хорошо им. Звонят, дали телефон, у меня все хорошо, я покушал, все, я побежал. До свидания. Тем временем более 100 детей не попали в лагерь, поэтому районные власти приняли решение к следующему году построить дополнительные корпуса. Детская оздоровительная база «Алмаз» – единственная в Якутии такого масштаба. Неудивительно, что она пользуется такой популярностью, и дети с радостью возвращаются сюда снова и снова. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Врачи призывают жителей республики следить за санитарными нормами и личной гигиеной в связи с обострением кишечно-инфекционных заболеваний. Ежегодно в больницу обращаются 3500 человек с кишечными инфекциями, из них госпитализируют около 2000. Каковы основные виды инфекционных заболеваний, как их избежать, расскажет Петр Лукин. Грязные овощи, немытые руки, купание в непредназначенных для этого водоемах, а также недостаточная обработка столовых приборов. Вот основные причины кишечных заболеваний. Проблема эта всесезонная, однако летом, ввиду высоких температур, заражение кишечными инфекциями происходит гораздо чаще. Причины острых кишечных инфекций – это, конечно, возбудители острых кишечных инфекций. Это вирусные кишечные инфекции, которые вызываются ротавирусом, норовирусом, например, или бактериальные, которые вызываются, к примеру, сальмонеллезом. Основными симптомами кишечных инфекций, конечно, являются это повышение температуры, боли в животе, рвота и жидкий стул. В зоне риска. Что касаемо вирусных кишечных инфекций, это дети до 5 лет в основном. Что касаемо бактериальных кишечных инфекций, это больше подростки. И любые дети с заболеваниями ЖКТ. Распознать кишечную инфекцию вне зависимости от ее вида максимально просто. Самое безопасное из них – пищевое отравление. Появляется оно не сразу, от нескольких часов до 7 дней. Зачастую инфекция сопровождается высокой температурой, болями в животе, тошнотой и рвотой. Избежать неприятных последствий можно, следуя советам врачей. Меры безопасности не меняются десятилетиями, но из нового это, конечно, вакцина-профилактика ротавирусной кишечной инфекции. Все остальное – это мытье рук перед едой и после посещения туалета, разные разделочные доски для сырых и для готовых продуктов, также купание в разрешенных водоемах и мытье овощей и фруктов свежих кипяченой водой, что касаемо детей обязательно. Взрослые, конечно, могут и проточные воды мыть, потому что у них желудочно-кишечный тракт сформирован. При появлении первых симптомов специалисты советуют не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к врачу. Особенное внимание нужно уделять детям, ведь если ребенку не оказать своевременной помощи, то болезнь может принять тяжелое течение. Петр Лукин, Семен Афанасьев, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели», мы продолжаем. Алдан готовится к празднованию своего столетия. В канун знаменательного события современники обращаются к истокам, чтобы узнать и вспомнить, как шло становление и развитие города. В настоящее время к выходу в свет готовится книга, посвященная юбилею. Что включит в себя издание и как идет работа, узнали наши коллеги. Главное, что, видите, как... В настоящее время специалист Алданского муниципального архива Елена Васина работает по запросу, поступившему от одного из учреждений культуры. Елена Владимировна делает подборку информации о фельдъегере Прокопии Самодумове. Он погиб в 1930 году при исполнении служебных обязанностей от рук одной из банд, бесчинствовавших в те годы в Алданском районе. С ним еще был бухгалтер. Они собирали, золото. Он вез его 37, как мы посмотрели, 37 килограммов, 399 граммов. Да? И их подкараулили бандиты. И его расстреляли там в упор. Бухгалтер не оказал ему никакой помощи. Вековой юбилей города заставляет многих современников оглянуться на десятилетия назад, чтобы вспомнить и узнать, как шло становление и развитие. В настоящее время идет работа над книгой, посвященной столетию Алдана. Имеющиеся в архиве справки
справки, отчеты, нормативные акты, фотодокументы и подшивки периодических изданий хранят поистине бесценную информацию как о реалиях минувших десятилетий, так и о людях, стоявших у истоков и внесших вклад в развитие. В этом деле собраны данные о первом десятилетии существования прииска. Темпы были очень интенсивные. Как вот мы смотрим, что были и бани, были, значит, клубы, столовые, школы, библиотеки. Тогда даже не библиотеки, как изба-читальня. Руководит проектом главный редактор газеты «Возрождение Алдана» Ольга Жукова. В состав коллегии по подготовке юбилейного издания вошли специалисты архива, сотрудники библиотек, учреждений культуры и журналисты. Работа с большими объемами информации является сложной, однако вместе с тем, признаются члены коллегии, она захватывает и увлекает. Кроме того, погружение в историю становится своеобразным импульсом к дальнейшему движению сегодня. Таким результатом этой работы стало то, что мы тоже завели свой даже дзен-канал, где на Яндексе, где поднимаем старые исторические материалы. И, как оказалось, они пользуются большой популярностью и у нынешних жителей Алдана, и у тех, кто уехал за его пределы, и теперь тоже интересуется историей, вспоминает какие-то былые годы, свою работу в нашем городе. Работа над книгой началась осенью прошлого года. Издание, которое готовится к выходу в свет, отразит исторические вехи множества сфер и отраслей первенца промышленности Якутии. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Знаменитая постановка французского драматурга Пьера де Бомарше на сцене Русского театра. 23 июня состоялась премьера спектакля «Безумный день» или «Женитьба в Фигаро». Накануне на премьере с артистами встретилась и наш корреспондент Мария Кардашевская. Идея поставить спектакль о похождениях знаменитого весельчака и балагура зародилась еще около 4 лет назад. Но тогда проект пришлось отложить из-за пандемии. Ну а в этом году труппа с азартом взялась за реализацию своей идеи. И как итог, театр готов представить якутскому зрителю знаменитую французскую классику. Очень хотелось поставить именно вот в традиционной манере, в классической манере на сцене Русского театра. И я думаю, что сейчас немножко забегая, может, несколько вперед, но я думаю, что это удалось нам сделать. По крайней мере, с нашей стороны мы сделали все возможное. Работа над спектаклем началась 1,5 месяца назад. С нуля шились костюмы, создавались декорации. Специально для работы над постановкой в Якутск приехали заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш и заслуженный художник России Александр Дубровин. Ну а главные роли исполнят уже знакомые якутскому зрителю и любимые актеры. В каждой роли же ищешь что-то свое, то есть присваиваешь. А вот даже уже начиная с прочтения пьесы, когда читаешь, смотришь, вот это вот как у меня в жизни было, а вот это вот я вот так бы тоже поступила, а вот это я бы вот так вот сделал. Ищешь вот такие маленькие какие-то зацепки, и потом уже персонаж как-то смешивается с тобой, ты смешиваешься с персонажем, и как-то так вот получается такой образ, то есть где-то я, где-то этот Фигаро, и мы уже как-то, мне кажется, смешались, не знаю. Для меня это было некоторой неожиданностью, потому что когда объявляли о том, что будет спектакль «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», я там некоторые иные виды для себя имела, но когда было распределение, я была, конечно, приятно обрадована, удивлена. Она, наверное, отчасти со мной где-то пересекается. Эта героиня, этот персонаж Сюзанна, она такая же открытая, ловкая, жизнерадостная, активная, живая. Да? Это то, что все есть во мне. Но это судить, конечно же, зрителю нашему, но то, что я себя чувствую в этой роли свободной и открытой, это да. Это мне, конечно, очень приятно. Это то, что движет мной вперед, и я получаю невероятное удовольствие от этой роли. Этой грандиозной премьерой театр завершит 132-й театральный сезон. Ну а на предстоящий сезон у театра еще много планов и совершенно неожиданные постановки в репертуаре. Мария Кардашевская, Виктор Дьячковский, Якутск. Сегодня не обязательно быть олигархом и иметь личную яхту, чтобы приобщиться к парусному спорту. Можно, не имея собственной лодки, гонять под парусами. В Якутске уже 4-й год подряд работает яхт-клуб, где дети обучаются управлять парусными яхтами и сами изготавливают их. Попутный ветер в паруса пыталась поймать и наш корреспондент Марферина Алексеева.
Ребята осваивают парусный спорт на Белом озере. Сезон плавания начинается с июня. Все лето дети управляют парусниками, а когда нет ветра, тренируются гребле и полезным тактикам выхода из стрессовых и непредвиденных ситуаций. Самый распространенный случай, что встречается при сильном ветре и езде под парусом, это переворачивание лодки. Важно как можно быстрее вернуть парусник в исходное положение. Поэтому ребята должны действовать четко и без паники. Дальше он должен залезть туда, не перевернув лодку обратно. И начать откачивать воду черпаком. По-хорошему, если бы сейчас сильный ветер был бы, он бы помимо откачивания выходит на свой курс, каким шел там, на буй или куда-то, да, и одновременно откачивает ее. Но сейчас ветра нету, просто откачивает. Задача его откачать больше 100 литров. В реальности такого еще ни разу, только вот в практике и все. Ты боишься или для тебя это уже? Вода такой холодная, все, а так страха нету. Преодоление страха и быстрая реакция – основная задача таких тренировок. Все яхтсмены должны уметь принимать решения молниеносно. Тогда я, возможно, повернул по ветру, и мне накренило лодку, вот она же сейчас вот так вот стоит, и мне вот так вот ее накренило. Я жестко забоялся, но я успел туда перекренить лодку, и все закончилось хорошо. Я очень хорошо прокачал реакцию, точность и внимательность. Зимой учащиеся занимаются судомоделированием. Почти все имеющиеся в клубе лодки построены руками ребят. Причем это не просто сборка. Дети вырезают детали из дерева, обрабатывают их, собирают и красят лодки. 95% это все ребятами сделано. С 2018 года, получается. Потихоньку строили, вот получился такой флот у нас. Изначально, когда была мысль кружка, это новые яхты, это было непосильно, и пришла мысль, что надо лодки построить просто-навсего самим, и поэтому из-за этого, благодаря этому, парусный спорт в Якутске появился. Получается, что зимой ребята строят, весной проходят теоретический курс, летом практика и в августе закрытие сезона, на котором проходит ежегодная парусная регата. Учащиеся соревнуются в ловкости и скорости прохождения водяной трассы. Также в этом году планируется открыть кружок радиоуправления яхтами. Обучиться парусному спорту могут все желающие. Единственное требование – желание. Стоит отметить, что в клубе есть отдельные занятия для взрослых. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.